Эти люди отмечали Новый год уже минимум 100 раз. Ежегодно администрация Владикавказа поздравляет старожилов нашего города с самым светлым праздником. Ведь эти люди – история нашего города. К праздничному столу им принесли сладости и вкусные подарки. Ну и что немаловажно, небольшая финансовая помощь. Всего самого-самого наилучшего. Спасибо вам большое, спасибо. Спасибо. Историю города хорошо помнит и Таси Кулумбекова. Ей удалось увидеть внуков и правнуков, передать традиции. О Великой Отечественной войне и прошлом Владикавказа она рассказала 3 поколениям своей семьи. Гордость и уважение к прабабушке для них не просто слова. Отмечают Новый год они по-прежнему вместе. Нас 4 было, мы выехали после войны, значит, в село Сунжа, колхоз «Дружба». Вот, она там работала, ну, то, что там работала, это ясно, но я был маленький, я не могу. Но то, что в колхозе, когда переехали сюда, колхоз «Дружба», она работала. Возможно, секрет их долголетия в размеренном ритме жизни, поддержке семьи и в верности своей родине. 21 житель во Владикавказе уже перешагнул за вековой рубеж. Несмотря на преклонный возраст, они продолжают радоваться жизни. Наталья Алексеева, Яна Гагиева, Осетия ТВ.